Отстаивать права своих детей в школе теперь стало гораздо проще. В помощь родителям в конце октября прошлого года было создано объединение «Родительская инициатива». На выходных оно провело семинар для родителей. Самым актуальным вопросом по-прежнему остается организация изучения родных языков и открытие национальных классов в школе. Юристы в который раз подчеркивают, главная задача родителей – заранее подать руководству школы заявление на изучение либо обучение ребенка на родном языке. Начинают они убеждать родителей, что, дескать, у нас нет помещений, у нас нет преподавателя, у нас нет учебников и материально-технической базы, нет методических рекомендаций. Запомните раз и навсегда, это не проблема родителей, это проблема школы. С вашей стороны исключительно подать такого форма заявления, желательно вовремя. Допустим, не 1 сентября прийти или 31 августа, а хотя бы минимум за месяц. Открыть национальный класс можно не только для первоклассников, а, например, с 5 класса, даже если школьник до этого обучался в обычном общем классе. Но администрация школ часто умалчивает этот факт. Bu 10 iyun'de sizin hakkınız var bu arizanı yazmak. 10 iyun'de ve ular toplap endi hocanı tapmağa hareket ederler, dersliklerini hazırlaylar ve ikinci müddet bu 31 avgust ve en son müddet 10 oktyabr. Oktyabrga kadar, tap oktyabrga kadar. Yani biz buna mekteplerge barganda siz endi kech qaldınız, bizde derslikler yok, hoca yok, bilmem bir şey, yüzdane sebep. Часто руководство школы пытается убедить родителей обучать ребенка на русском языке, говоря, что иначе он будет отставать по русскому языку и не сможет сдать ЕГЭ. Но есть школы, где и не приходится отговаривать родителей. Они сами не хотят обучать детей на родном языке. В этом году наша дочь пойдет в 1 класс. К большому сожалению, мы не можем собрать именно крымско-татарский класс, потому что нет желающих родителей. Из 25 обращений к родителям ответили только 3 с положительным ответом. Они говорят, если наш ребенок пойдет именно в крымско-татарский класс, как он дальше по окончанию школы поступит в университет? Немалое количество вопросов к родительской инициативе связано с поборами в школе на учебные пособия, охранные системы, а также требованием предоставить персональные данные. Новая система – это система УЭшка. Она вводится уже на протяжении нескольких лет в крымских школах. У нас уже работала карточная система. Сейчас для того, чтобы новая система работала, нужно персональные данные как родителя, так и ребенка предоставлять. Я с этим не согласна и считаю, что закон на моей стороне. Юристы поясняют, что родители вправе отказаться от услуг, которые не считают необходимыми, и они не относятся к образовательному процессу. Семинары родительской инициативы пока организовывались только в Ахмесджите, но организаторы планируют выезжать с ними по всему Крыму.